приближение столетия даты 1918 года, когда территория нынешней Республики Молдова оказалась на 22 года в составе Королевской Румынии, активизировали в Молдове обсуждение темы УНИРя. Возможно ли объединение двух стран? Об этом мы поговорим в сегодняшней нашей программе с председателем Блока национального единства Ионом Ляшченко. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Bună ziua, селям. Эта тема сегодня очень актуальна, да? Страна практически разделилась на за и против. Как вы считаете, возможно ли объединение с Румынией? Я считаю, что возможно и нужно для всех граждан Республики Молдова, вне зависимости от этноса, от политических убеждений или от той религии, которой они принадлежат. То, что в течение последних 27 лет мы все говорим о Западе, о Востоке, мы говорим о том, было нам хорошо тогда или в другой период. Это все конфронтации, которые специально были вызваны политиками с Кишинева, которым выгодно, чтобы люди просто ругались между собой и говорили на другие темы, а не о реальных проблемах, которые они должны решать, и они их не решают. И поэтому каждый предвыборный цикл, они опять же выявляют те же проблемы, которые не являются основными проблемами молдавского общества. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, строитель должен строить, политики заниматься политикой, ученые заниматься наукой, а простые граждане, без разницы, как они там называют, молдавский язык, румынский, хотя, конечно, это один и тот же, они должны заниматься своими проблемами, а государство, которое является работниками практически населения, они на работе, и мы им платим деньги, они должны заниматься реальными проблемами. Им это было выгодно, поэтому они в последние 27 лет манипулировали и спекулировали, и даже поддерживали вот все эти стереотипы, которые связаны с Румынией, с объединением. Например, стереотипы, вы говорите, что именно? Ну вот есть стереотипы насчет того, что Румыния, например, цыганская страна. Нет такого. В Румынии большинство населения этнические румыны, 89%. Цыганы даже не второй по номеру этноса, а третий, потому что там есть и более миллиона венгров, около 7%. Цыганы около 3,5–4%. И румыны, несмотря на то, что они очень толерантны, они сами их немного недолюбливают, но нету никаких эксцессов. Опять же, есть стереотипы насчет того, что после объединения в Румынии национальные меньшинства будут себя плохо там чувствовать, им будут их права ущемлять. И нету такого, потому что многие европейские страны придают пример законодательства Румынии про национальные меньшинства, потому что мы знаем, что и поддерживаем, и придают как пример это. Потому что в Румынии, например, каждый этнос имеет гарантированное место в парламенте. В румынском парламенте есть фракция миноритариев. У венгров есть даже своя партия, у Uniunea Democrată a Maghiarilor de România, это объединение демократических венгров в Румынии, которые каждый в парламент попадает, у них есть возможность обсуждать проблемы с правящей коалицией, либо с оппозицией, и так они очень много плюсов для своего региона. Скажите, а в чем заключается вот сама идея объединения, и почему мы как страна не можем существовать дальше как независимые? Ну, во-первых, если пойдем к истокам, Республика Молдова формировалась в 1991 году. Так. Все какие-то попытки
передать суверенитет или историческое наследие княжества Молдавского к Республике Молдовы, это либо манипуляция, либо просто несерьезный человек эти вещи говорит. Потому что Республика Молдова – это государство, сформированное в 1991 году. В Декларации независимости говорится о том, что пакт между Гитлером и Сталином, пакт Риббентроп-Молотова является незаконным. И эта декларация, получается, она вследствие этого пакта говорит о независимости Республики Молдова, о независимости к Советскому Союзу, от Советского Союза, не независимости от Румынии. А княжество Молдова в 1859 году наряду с Мунтенией, это Валахией, передала свой суверенитет новому государству. Они практически молдаване сформировали новое государство, которое изначально называлось Объединенное Королевство Молдовы и Валахии, после этого княжество Румыния. И я скажу еще больше, что часть сел Бессарабии участвовали при этом объединении, потому что уезды Кагул, Болград и Измаил между 1856 и 1878 годами они являлись частью княжества Молдавского и потом частью объединенных княжеств. И вот 3 года они являлись частью княжества Молдавского, которое объединилось с Валахией. И в принципе нам говорят то, что вот нам нужна большая Молдова, Молдова-Маре. Так вот, кто говорит о Молдова-Маре, то ее возможно воссоединить Молдову только в составе Румынии. Потому что Румыния есть Молдова. Юридическим преемником, правовой преемник княжества Молдова – это Румыния. Где столица Молдовы? Это Ясы, это Бая, это Сучава. Где похоронен Штефан Челмари? В Путно. То есть мы, конечно, должны быть все вместе в объединенном государстве, вне зависимости от этносов. Почему мы не можем существовать как отдельное государство? Ну, я думаю, что существовать, потому что захотели 2 преступника 20-го столетия, это Гитлер и Сталин. Потому что они, в принципе... Почему они преступники? Преступники, потому что Гитлер, на их ряду Гитлера и Сталина более 100 миллионов людей погибли во Второй мировой войне и сталинской репрессии 30-х годов, депортации конца 40-х годов. Я скажу, что большинство примаров из гагузских сел были либо депортированы, либо были застрелены в 40-м году. Потому что в межвоенный период гагузы были самым лояльным этносом. Гагаузы знали румынский язык. А я вот, кстати, не за то, чтобы румынизировать гагуз, ни в коем случае. Я за то, чтобы их гагаузировать, если можно так сказать. Потому как что вы это видите? Я как это вижу, открытие многих школ на гагузском языке, где должен преподаваться румынский язык, конечно, и русский язык пусть преподается. Ну, в принципе, это и сейчас делается. Но сейчас... Для этого не обязательно объединяться с Румынией. Нет, это отдельный вопрос. Но я говорю к тому, что после объединения это все будет. Это без проблем. Просто я, например, за то, чтобы гагузы учились на гагузском языке. Ну, им виднее, конечно. Я к чему говорю? Потому что самый известный гагауз или культурный деятель – это Михаил Чакыр, который только в составе Великой Румынии мог себя произвести, потому что, к сожалению, в других периодах нет у нас таких больших людей, как Михаил Чакыр, автор румынско-гагаузского словаря, священник и член гражданского общества, очень респектабельный в составе Румынии. Вот были похороны короля Михая. Сейчас один из главных организаторов является этнический гагауз.
вот, не помню, этих фунерарий, то есть фунерарий, похорон короля Михая. То есть, я напомню телезрителям, что самые лучшие 3 игрока Бессарабии межвоенного периода, те, которые участвовали на первом чемпионате мира по футболу в Уругвае в 1930 году, были братья Вылков. Они отчасти гагаузы, отчасти болгары. То есть братья Вылков, они играли за команду Михай Витязу Кишинев и играли в составе Румынии. То есть тогда даже в межвоенный период не было никакой дискриминации. А в 21 веке и тому подобное. То есть, несмотря на то, что исторические факты говорят о том, что мы являлись одним государством и должны быть одним государством, несмотря на то, что мажоритарное население, конечно, молдаване, это не есть часть румынского народа. То есть вот я молдаванин, у меня есть где-то 20% и украинской крови. Я вот молдаванин из Кишинева, у меня есть друзья молдаване в Ясах, у меня есть друзья молдаване в Дубасарах, но мы являемся частью румынского народа. И я считаю, что молдаване наряду с гагаузами, с русскими, с украинцами имеют право на лучшее будущее, на лучшую жизнь. Если вот для молдаване есть эти исторические, этнографические, этнолингвистические аргументы, для остальных этносов есть другие прагматические аргументы. Ну хорошо, но будучи независимой республикой, разве мы не можем жить лучше? Вот в чем плюс, если мы объединимся? Я вам задам риторический вопрос. За 27 лет мы доказали, что мы можем жить лучше? Стараемся, по крайней мере. Получается? Но не получается. А почему не получается, никто не задает себе вопрос. А где гарантия, что получится? А я вам скажу гарантия. Где. Гарантия в том, что в румынском обществе функционируют законы. Там работают институты государства, там работает и юстиция. Почти 2 кабинета министров в Румынии либо анкетированы, либо в тюрьме, либо под следствием. То есть, что нам мешает работать так же? Нам мешает работать то, что у нас нету национальной идеи, ее не будет, потому что Республика Молдова сформировалась как государство не национальное, то есть у нее практически нету родословной. Родословная Республики Молдова – это Румыния. Нравится нам это или не нравится. Поэтому элиты или те, кто могут или хотят лучшего для этой земли, для этих людей, им просто не разрешат прийти к власти. Есть вот эти кланы. В Кишиневе есть интересы и в Кишиневе, и в Камрате. Политикам выгодно, чтобы люди, вот эта вся конфронтация, чтобы люди еще 27 лет ругались насчет названия языка и ругались, где лучше на востоке или на западе. И если вы посмотрите высказывания или президента Мирча Снегура, либо Лучинского, Воронина, Дадона сейчас или Плохотнюка, у них те же тезисы. Ласаться не сидеть волтем цара, ласаться не с фачем ордене главной кассы, чтобы мы у себя навели порядок. Не получается, ребята, наводить порядок. Не получается, потому что они не хотят наводить порядок. Им выгодно, чтобы люди вот так ругались между собой, работали гастарбайтерами за границей, высылали деньги сюда, а они будут заниматься монополом экспорта и импорта, они будут своих детей высылать на учебу за границу, а мы вот будем говорить и в Бельцах, и в Камрате, и в Кишиневе. А почему нам нужно объединение, никто нас бить там не будет? Не будет, потому что Румыния доказала за последние 10 лет, что изменения к лучшему могут прийти очень даже быстро. Не зря вот Румынию сейчас называют экономическим тигром в Европе. 3 года подряд экономический рост Румынии 5%, и прогнозы на 2018 год где-то 4-4,5%. ВВП на душу населения в конце 80-х, если сравнить
МССР и социалистическую Румынию, то были ВВП на душу населения был примерно одинаковый. Даже с маленьким плюсом к МССР, где-то 1 на 1,3. Сейчас разница ВВП на душу населения между Румынией и Республикой Молдова это 1 на 6. То есть ВВП на душу населения в Румынии в 6 раз больше, чем у нас. То есть, значит, там есть какие-то движения, потому что есть гражданское общество здоровое, которое заставляет их работать. Евросоюз им помогает? Евросоюз помогает. Нам тоже помогает? Нам помогает деньгами, которые правители тратят на... Или разворовывают, или просто индексируют пенсии, потому что фонд пенсии, например, на 50% дефицит. Но у нас нет никакой продукции, у нас нет никакой экономики, у нас не будет экономического роста. А Румынии помогли во-первых, консультациями и разными, продвижение реформ. И начали двигаться вещи там. Сейчас бюджет Румынии 210 миллиардов евро. Бюджет Молдовы чуть больше 7 миллиардов евро. Это в 30 раз меньше. Есть несколько уездов. Но и население, наверное, разница есть. Не, разница ВВП на душу населения 1 к 6. То есть в Румынии в 6 раз больше производится, чем в Молдове. А если в общем государстве, то в 30 раз больше. Хорошо, вот какой путь вы видите вот этого объединения с Румынией? Как это может произойти? Мы работаем, пропагандируем объединение каждый день. Наша задача это, чтобы чем раньше, тем лучше мы дошли до этой критической массы 50% плюс 1. Это в населении. Это что значит 50%? Критическая масса это значит, что те, которые были бы за или не против объединения, пришли через 50%. В этом случае Конституция Республики Молдова, которая разрешает изменение суверенитета и нейтралитета государства через референдум, есть два варианта. Либо голосование в парламенте, как это было при объединении Германии, либо референдум. То есть мирным путем есть... Нам ближе какой путь? Есть... Я считаю, мне кажется, что легче это парламент, конечно. Это легче, да, но по закону? И тот легитимен, потому что Конституция говорит о том, что если есть конституционное большинство, можно изменить суверенитет государства. То есть, если у нас 3/4 депутатов. Либо через референдум. Мы работаем и говорим позитивно об объединении с любым. Вот я с утра, ко мне даже в Кишинев приехали из телевидения Тираспольского, одночасное телевидение. Я также открыто им говорил про объединение, абсолютно на все вопросы ответил. То есть, и объединение мы не собираемся это монополизировать. Не только этнические молдаване должны хотеть объединения, но и другие этносы могут увидеть плюсы после объединения. Не приедет никто быть примаром в Капчаке или в Буджаке или в Камрате, не приедет из Ради или из Клужнапоки. Тоже ваш примар останется, просто у вашего примара будут другие фонды в бюджете, у него будет нормальная здоровая зарплата, не 3900 лей, сколько они получают после зарплаты нету, а минимум 1000 евро зарплата в Румынии. Все госслужащие будут получать хорошие зарплаты. Откуда они будут это получать? Из бюджета Румынии, конечно, это со временем униформизация произойдет, и в Молдове будут бюджетники получать те же зарплаты, как и в Румынии. А экономика, конечно, сама по себе тоже поднимется, и у людей будет либо возможность быть и работать в Румынии, ну, я считаю, что те, кто захотели уехать работать, уже большинство уехали, у большинства появится возможность иметь хорошие зарплаты здесь.
В Румынии сейчас минимальная зарплата 300 евро. Это по закону никто не имеет права платить меньше. Средняя зарплата приближается к 700 евро. Это средняя зарплата в Румынии. Средняя пенсия сейчас 250 евро. У меня бабушка получает 1300 лей. Это сколько? Это 65 евро. Так 250, ну пусть не 250 она будет получать, пусть она будет получать 180 или 200. Это в три раза разница. Вот 2 недели назад новый закон о диспарсаларизаре, это по зарплатам, все доктора-резиденты в Румынии будут получать минимум 5300, чуть более 5000 румынских лей. Это где-то 1200-1300 евро. То есть, чтобы телезрители понимали, ни один доктор-резидент по закону не имеет права получать меньше, чем 1200-1300 евро. У нас доктора получают 3-4 тысячи, 5 тысяч лей. И, конечно, сложно исключить коррупцию, когда у доктора, который отвечает за жизнь, есть зарплата в 3-4 тысячи лей. Есть разница. Поэтому многие доктора из Молдовы уезжают работать в Румынию. В Румынии тоже была проблема, уезжали работать за границу, потому что там зарплаты были в 3-4 тысячи евро. Но многие уже возвращаются, потому что им выгоднее быть дома, платить за квартиру 200 евро, либо жить в собственном доме и получать там 1000 евро, чем получать 2000 в Англии, во Франции, платить 1000 евро за жилье. То есть вещи в Румынии, они не идеальны, но результат налицо, меняется все, и все к лучшему. Есть несколько уездов в Румынии, которые самостоятельно имеют валовой продукт больше, чем в Республике Молдова. Это уезд Прахова, это уезд Арджеш, где производится автомобиль дача, это уезд Клуж, уезд Тимиш, про муниципий Бухарест уже не говорим. То есть. Ну хорошо, вот почему бы тогда не провести референдум и не спросить у людей, чтобы понять, сколько процентов у нас в Молдове все-таки хотят объединения? Зачем проводить референдум, когда общество не подготовлено? Ну, это у нас законно. Законно проводить референдум когда угодно. Да. Просто мы как основатели, ну не основатели, а те, кто пропагандируем идею объединения, мы должны подготовить, проинформировать общество. То есть это не скоро будет? Я не знаю, насколько это скоро будет, но скорее, не могу вам сказать точно, но гарантирую, что скорее, чем многие это думают. Потому что все опросы говорят о тенденции. Вот посмотрите все опросы, последний опрос, ИМА сказал, что 32% плюс 17 или 18, которые не готовы ответить. Если пополам разделить, это уже 40%, которые не говорят вопросов. То есть мы не можем говорить о легитимном и о правильном референдуме, когда у нас нет правильной информации общества. У нас нет частных телевидений, у которых есть покрытие национальное, которые непредвзято относятся к этому. У нас большинство частных телевидений, которые вещают по всей Республике Молдова, являются частями партийной деятельности, скажем так. Потому что телевидение не может просто только через рекламу существовать и делать интересные передачи, которые будет смотреть вся республика. Затронули больное наше Ну так вот, кому вам виднее, конечно. И когда у нас нет правильной информации общества, тогда не можем говорить о референдуме. Должна быть, мы подготавливаем общество, как можем. Вот приезжаем к вам, поедем в Бельцы, едем по селам. Как люди вас встречают в Гагаузии, скажите мне? Ну, мы в Гагаузии не приезжали с компаниями пока. То есть мы считаем, что все делается постепенно. Когда этнические гагаузы, в основном информируясь из русских каналов, русских средств массовой информации, у них просто нет информации на субъект объединения. Как мы можем говорить о объективной информации, когда у них и этой информации просто нету?
а Кишинев для этого не делает практически ничего. И ничего не то, что для объединения, для интеграции этнических гагаузов в молдавское общество, для того, чтобы любой гражданин села Копчак или Кангаз, зная в том числе и румынский язык, мог бы поехать в Кишинев и найти работу наряду с другими, с этническими молдаванами, с русскими. А так получается, мы русифицируем гагауз через русские школы, гагаузский язык не культивируем, про румынский язык забываем, не хотим знать и ожидаем, чтобы они как-то смотрели позитивно на Румынию и на объединение. Да не может быть такого. Потому что мы знаем, что в российских средствах массовой информации есть этот миф о буржуазной Румынии, которая оккупировала Бессарабию, здесь чуть ли детей не варили. То есть я вам скажу, что заденет, наверное, приднестровский вопрос. Но у меня прабабушка родилась в селе Терновка возле Тирасполя. Как раз в 30-е годы, когда были сталинские репрессии, ее отчима, Сокру расстреляли, мужа арестовали, а у него был один грудной ребенок и один 5-летний ребенок, это прабабушка. И она из процветающего Советского Союза, сталинского режима решила убежать в буржуазную Румынию, мошенническую Румынию. И в 1935 году она пришла в Днестр, в нее начали стрелять советские пограничники, она перевернулась, и грудной ребенок умер. Вот так, и остался только 5-летний. Потом она еще раз попробовала, ее приняли румынские пограничники, и она осталась в первом селе, где была больница, медицинский пункт, в селе Бульбака, возле Бендер, 20 километров. И так она убежала, как нам говорили, в буржуазную Румынию. Как и сейчас, так и в межвоенный период вещи не были идеальны в Румынии. Но разница между тем, как жили в Советском Союзе, потому что молдавская автономия была частью Украинской СССР. Да, и в 90-е годы Румыния не процветала. Не процветала, а в межвоенный период, в 32-33 годах был голодомор, где мороли голову украинцев, где четверть населения умерла. В 46-47 году у нас тоже была голодовка организованная. В это время никто не голодал. То есть мы можем сравнить многие вещи. И сейчас, в начале 90-х годов, как мы сказали, в Румынии люди жили так же, как в СССР, даже может быть хуже. Сейчас есть статистические данные, могут все телезрители проверить по интернету, то есть эти данные все реальны. И результат налицо, что реформы там идут, а у нас они... качество жизни улучшается. Да, я говорю, что, к сожалению, у людей сейчас в Республике Молдова надежды просто нет. Если мне кто-то может сказать, что у нас будет завтра или послезавтра, пусть он мне скажет. Кто знает, у нас перспектива такая, мы делаем это, и у нас это. В парламенте скажут. В парламенте скажут, кто из людей, из простых граждан скажет? У меня нет ответов. Если кто-то мне может ответить на этот вопрос, я гарантирую, что я могу найти аналогичный ответ 10 или 20-летний, который нам говорили в парламенте. И вот что получилось. Хорошо, в воскресенье 25 марта в Кишиневе планируется провести Великое собрание за объединение. Да? Кто организует это собрание? Расскажите, что будет в воскресенье в Кишиневе? Да, 25 марта в 12 часов на площади Великого национального собрания у нас будет собрание, митинг, который назвали Мария Дунари Чентинара. Это большое собрание столетия. Организации... Связано с 100 лет? Столетие объединения Бессарабии с Румынией. 27 марта 1918 года парламент Бессарабии, Сфату-Цери, это парламент Молдавской Демократической Республики, проголосовал за объединение Бессарабии с Румынией.
которая просуществовала с 1918 года по 1940 и с 1041 года по 1944. А части Бессарабии, в том числе несколько гагаузских сел, еще 22 года, с 1856 по 1878 год. И даже гагаузские села есть, которые были в составе княжества Молдовы, которое сформировало национальное государство Румынии. И 27 марта, во вторник, исполняется 100 лет со дня объединения Бессарабии с Румынией. Мы выбрали 25 марта, потому что это воскресенье, для того, чтобы все те, кто видят в объединении шаг для лучшего будущего, все те, для которых считают, что это историческая правда в объединении с Румынией, все те, кто просто не против объединения Молдовы с Румынией, мы всех ждем на площади Национального собрания. Также... Сколько человек приедет, как вы думаете? Мы ожидали, что будет как минимум 100 тысяч человек, но, к сожалению, вот я пока ждал вход в студию, я поговорил с двумя людьми из Чемишли, из Неспарен. Нам говорят, что им не разрешают просто заказать транспорт у местных компаний, у которых есть микроавтобусы или автобусы. То есть им просто отказывают в том, чтобы организованно приехать. И, конечно, многие не смогут приехать, потому что не у всех есть машины, но несколько десятков тысяч. Если посмотрим, если не будут мешать в воскресенье, если не будут останавливать, мы надеемся, что этого всего не будет. Мы разговаривали с полицией, чтобы это было мирное собрание, чтобы не было никаких провокаций, потому что мы видим объединение. Могут быть провокации? Это там пугает. Потому что в воскресенье пройдут и другие акции, насколько... Я вам скажу такое, говорил президент Игорь Додон, что вот так они хотят захватить парламент и так далее. Любой здравомыслящий человек понимает, что когда у тебя президента, гаранта Конституции, есть информация на то, что будут захвачены институты государства, так ты же не выходишь и говоришь в пресс-конференции. Ты, во-первых, говоришь это Министерству внутренних дел и СИБу, сервичу информации секретарь. То есть, а когда ты приходишь и вызываешь все телевидение и говоришь, что будет провокация, это понятно, что это и есть провокация, это и есть манипуляция, это и есть популизм, потому что сейчас предвыборная кампания, и и социалисты, как и остальные партии, поверьте мне, они вам ничего нового не скажут. Еще предвыборная кампания не началась, запомните мои слова, они всю свою предвыборную кампанию построят на том, что унионизм не пройдет, что мы за государственность Республики Молдова и так далее. Это будет их сообщение электорату. Вы заговорили про унию? Нет. Парламентские выборы у нас в этом году? Нет, абсолютно. Мы про унию говорим, я, например, мне 34 года, я помню, было 12 лет, 11 лет, нет, 12. В 95 году был протест студентов, когда переименовали язык с румынского на молдавский. То есть, я просто простой школьник, так прошел, мне никто ничего не говорил, я участвовал как-то где-то в сторонке. То есть, а унионистское движение последние 10 лет очень активно. То есть, очень много общественных организаций, которые за объединение Республики Молдовы с Румынией. То есть, оно не только сейчас. Марши организуют, не марши, это собрание столетия, как мы его назвали, организует Альянса pentru Centenar. Это альянс за столетие. Это общественная организация? Это не общественная организация, это и не партия. Это коалиция практически всех организаций общественных и разных групп инициативы. Даже есть профсоюзы, которые часть этого альянса. Большинство организаций из Республики Молдова, но также есть из Румынии, из диаспоры. То есть
И есть, конечно, несколько молодых лидеров, которые взяли на себя роль организации в этом марше. У нас есть заявление от реализации от Приморья и Кишинев. Мы согласовали с полицией все маршруты, то есть и наша просьба ко всем тем, которые придут на этот марш, чтобы они вели себя цивилизованно и высказывали свое мнение цивилизованно, потому что мы хотим жить все в демократическом обществе, дружно, а не ругаться так, как хотят наши политики. А вот меня интересует, вот участники этого марша, мероприятия, это молодые люди или люди более взрослого поколения? Вот кто больше будет вот в Кишиневе в воскресенье? Все. Потому что все это все как категории. Ваши ожидания. Нет, все категории. Но на самом деле, вот кто за объединение? Больше молодежь или люди старшего поколения? У нас молодежь, к сожалению, менее активна, но процентуально, скажем так, молодежь больше за объединение, чем пожилые, но... Возраст примерно какой? Средний тогда получается? Нет, все абсолютно. У нас, начиная от подростков 16 до 18 лет, которые будут либо сами, либо с родителями, студенты, молодые там, до 35 лет, либо типа вот меня, средний возраст, пожилые. И те, которые у нас есть патриоты, которым почти 100 лет. То есть все абсолютно возрастные категории. То есть, если, скажем так, кто больше за объединение, наверное, молодые. Но у нас есть вот очень много парадоксов в этом общественном эксперименте, который называется Республика Молдова сейчас, потому что они как будто подопытными крысами нас считают, вот все пытаются с нами что-то сделать. Правители, вот парламент, правительство и так далее. То есть все пробуют. А вот не надоест им это все, вот до сколько они нас терпеть еще будет. А вот мы все терпим и терпим. И то есть я смотрю, что пожилое и среднее поколение может быть более общественно активно сейчас. Ну, я не знаю, наверное, будет пропорционально все эти возрастные категории. А вот есть информация, что на собрании примут участие граждане Румынии. Так ли это? Да, но это будет, может, 1% из всех митингующих. То есть есть, конечно, в Румынии люди, которые поддерживают объединение Республики Молдова с Румынией. То есть они тоже себя цивилизованно ведут. Будет, по-моему, один автобус с Бухареста, один с Клужа, один с Галаца. Вот несколько автобусов с больших городов. Это может быть несколько сотен, может быть максимум 1000, может быть. Но я не думаю, что 1000 будет. То есть это публичное общественное мероприятие, где могут участвовать все абсолютно вне зависимости от гражданства. И это нормально, что если кто-то разделяет это мнение, может приехать. То есть мы ожидаем, что из Гагаузии приедут люди. То есть, может быть, или по крайней мере, если они не будут физически участвовать, я хочу передать им, что мы не против кого. У нас вообще наш позыв не против кого-то, а за что-то. В 21 веке исчезают все эти границы, а мы ругаемся на уровне быта, на уровне села, там, какое село лучше и так далее. То есть, я смотрю, что гагаузская автономия очень хорошо сотрудничает с Румынией, очень хорошие экономические связи с Румынией. Вот недавно муниципий Камрад стал городом-побратимом с городом Турда из Румынии. То есть румынское правительство всегда помогало всем регионам Республики Молдова. И это тоже очень важный пример, что она не относится селективно и не разделяет людей на гагаузов или на румын. Румынский принц к нам приезжал. Румынский принц приезжал. Первые микроавтобусы для транспортировки школьников получили русский, гагаузский лицей, румынский лицей Михаила Минеску, по-моему, только 2-й или 3-й транш, когда пришел микроавтобус, получил этот микроавтобус. Детские сады из румынских денег строятся в гагаузской автономии. То есть, и не говоря о том, что экономические связи, очень большой экспорт зерна и сельхозпродукции в Румынии.
в Румынию и через Румынию. То есть Румыния и Турция главные экономические партнеры Гагаузской автономии. То есть даже в Приднестровском регионе, вы знаете, если кто себе хочет задать вопросом, какая страна является главным экономическим партнером Приднестровского региона, это является Румыния. То есть нету никакого, они занимаются бизнесом без проблем, у них нету никаких разногласий. Для предпринимателей, да, и для предпринимателей, и для политиков. Им главное то, чтобы мы ругались между собой. И сколько мы будем ругаться, столько они смогут воровать из госбюджета, и делать монопол и делать все, что угодно, но не изменения к лучшему жизни людей. Ну хорошо, вот допустим, по вашим словам, когда-нибудь, может, и произойдет это объединение. Вот скажите, Молдова будет в составе Евросоюза, да? Вот как Евросоюз допустит вот передела границ внутри Европы? Допустимо это вообще? У нас есть Хельсинский договор, который говорит о том, что государства могут изменять границы мирным путем. Ни Румыния, ни Республика Молдова не должны спрашивать ни у Евросоюза, ни у Соединенных Штатов, ни у России о том, что они хотят делать со своими суверенитетами. У нас есть прецедент, когда демократическая Германия объединилась с ФРГ голосованием в двух парламентах и стала автоматической частью Евросоюза. То есть также будет и с Республикой Молдова. Я могу сказать, что оно не когда-либо или если будет. Объединение будет, потому что Республика Молдова доказала неэффективность государственных институтов просто. У нас не работает ни юстиция, у нас не работает ни парламент, у нас коррупция повсюду, у нас занимается полиция всем чем угодно. Ну, вот сейчас вроде бы чуть-чуть улучшение есть, но опять же, я вот чуть перейду к другому, дам вам пример. 31 декабря мы недалеко от Камрата протянули большой триколор над мостом Стояновка-Фолчил, это Кантемирского района. Возле села Стояновка. Я разговаривал с домным домным Малков, этот примар Стояновки. У них они побратимы с селом Фолчил из Румынии. То есть без проблем мы с ним говорили на русском языке, он знает и румынский чуть. То есть, но я к другому, что были полиция де фронтиера. У них зарплаты где-то 4-5 тысяч лей. Вот я смотрел на них, они 31 декабря вышли на работу, мне даже жалко было их. На другой стороне были их коллеги с Румынии, те же молдаване. Потому что и в Васлуе, и в Кантемире молдаване живут. Молдаване как составляющие румынского народа. У тех зарплата минимум 1000 евро. А административный персонал полиции де фронтиера, там они доходят до 2-2,5 тысяч евро. Так вот смотрите, мы ожидаем, чтобы эти полицейские боролись с контрабандой в несколько десятков тысяч евро, и мы платим им 200-300 евро зарплату. То есть, ну, не может быть такого. То есть, контрабанда никогда не исчезнет, и коррупция не исчезнет, потому что зарплаты маленькие, а зарплаты нельзя повысить, потому что нет экономического роста. То есть, это замкнутый круг, и улучшения не будет. Вот последние статистические данные про миграции, про то, какие тенденции уменьшения населения в Европе. Вот есть карта интересная, это какой-то институт американский, по-моему, ну, то есть мы не можем их обвинить за предвзятость, потому что я не думаю, что у них есть какой-то интерес уменьшать процент в этом смысле Республики Молдова. Ну вот на той карте в 2050 году население Молдовы уменьшится на 44%. Это в 2 раза. 50, да, на 44%. То есть это максимальный процент, максимальная негативная оценка в Европе. В прибалтийских странах тоже будет около 30%, в Болгарии 20%, в Румынии 8%.
С чем это связано? Куда исчезнут люди? Я вам сейчас скажу, в Румынии минус 8%, это когда в Германии даже минус 13% там было, только вот маленький плюс Великобритания, в Италии тоже спад, и в Испании за счет миграции. И люди просто убегают отсюда, как как пожар начался, они убегают просто даже назад не смотрят, даже дверь не закрывают. То есть есть такой поговорка, говорят, что «Чинепляк ултимус инкидуша», урсистинглумина, кто уйдет последний из республики Молдова, не забудьте выключить свет. То есть люди, если раньше уезжали на работу, высылали деньги и возвращались, сейчас никто не возвращается, и не только те, у которых, которые плохо живут, у которых недостатки материальные. Люди, у которых бизнес был, мои знакомые, которые уехали, потому что они не видят будущего, у них нет надежды, потому что в Республике Молдова все эти правители, они даже надежду людей забрали, украли. Вот последнее, что можно забрать у человека, надежду, они и то забрали. Ну, хорошо, давайте вернемся опять к объединению. Вы, наверное, знаете об отношении гагаузов к УНИРе, да? Да. Где вы их видите в случае, если это объединение произойдет? Вот гагаузы же не хотят объединения. Гагаузы в составе Румынии будут иметь те же права, даже лучше. Насчет, почему они не хотят, они не могут думать иначе. Потому что у них нет средств массовой информации, которые им говорили бы о другом. Когда как говорил и Берия, и Сталин, и там другие отрицательные персонажи 20-го столетия, что ложь сказана 1000 раз становится правдой. Когда тебе говорят 70 лет, что за прутом твой самый большой враг, что это твой идеологический враг, что там чуть ли не людей кушают и избивают. И после этого, после 27 лет, когда Республика Молдова ничего не сделала для информирования жителей гагаузской автономии, когда здесь нету альтернативных средств массовой информации, которые говорили в том числе и на румынском языке. У нас очень много средств массовой информации, есть общественные каналы. Есть общественные, но нельзя сказать, что нет. Но этот субъект не обсуждается. Вот я к этому говорю. То есть, когда про это не говорят, люди не могут думать по-другому. А вот когда они уезжают в Румынию через 10 лет и видят, как там изменяется в лучшее, и когда они видят, что там никто никого по дорогам не бьет, когда они заходят в села из уезда Харгита или Ковасна, где мажоритарные magyarы живут, венгры, и у них есть двойные таблички на венгерском и на румынском языке, когда каждый местный советник или функционер в населенных пунктах, где больше 20% миноритарного этноса живет, обязан знать язык этого меньшинства, и этот закон соблюдается. То есть в Гагаузии этих проблем нет. У вас есть и румынский, и гагаузский языки, и русский здесь. А вот, например, в Бельцах заезжаешь в Бельцы, это написано только на румынском языке, Белц. А заезжаешь в Клуж, там написано Клуж-Напока, Колошвар и Клаусенбург на немецком. То есть заезжаешь в Сибирь, где уже немцы даже не являются, 20% их там нет, там около 2-3% населения остались немцев в Сибирь. Но ты заезжаешь в Сибирь, там написано Сибирь и Херманштадт. Когда русские липовани в дельте Дуная имеют фольклорный ансамбль, у них есть школа на русском языке. В тот день, когда Украина запретила обучение на румынском, венгерском и русском языках в школах, в тот же день в Сигиту-Мармати, это в уезде Марамуриш, открылся лицей с преподаванием на украинском языке. То есть
это и есть разница. То есть, где место гагаузии в случае объединения? Гагаузы будут жить у себя дома, как они и дальше жили. Да. У них будут свои средства массовой информации, у них будут свои местные советники, которые не придут ни с Бухареста, ни с Клужа. Будет тот же ваш примар, никто вам не приедет с Бухареста быть примаром в Камрате. То есть, у них будут те же права, у них будет энергетическая свобода, в смысле, что они никогда не смогут быть шантажированы, потому что в Румынии 80% из всех энергетических ресурсов это из местные ресурсы. То есть это либо это электроэнергия, либо это нефть, либо это природный газ. У них будет надежда на будущее, и у них будет понятие о том, что вот завтра у нас будет лучше и лучше. И нету там такого, никто в Румынии не скажет вам, что у нас завтра будет хуже. Ну, видите, Гагаузия будущее только с Россией, как здесь быть? Гагаузия, может, люди так думают, но нету никакой перспективы, и это нонсенс и утопия. И опять же, люди по-другому думать не могут, потому что их так учили думать. Когда их так учили думать, они думать по-другому не могут. Вот даже молдаване думали иначе. Вот Кристи Алде Теодорович, сын Иона Алде Теодорович, рассказывал в одном интервью, что когда был этот Поду ди Флоре, мост с цветами в 90-м году, он подошел к матери и говорит: смотрите, они тоже на молдавском разговаривают. У людей не было понятия, что вообще существует румынский язык, который может быть такой же, как молдавский. И то есть вот что значит обман и инокуляция разных стереотипов. А Григорий Вьеру говорил в одном стихотворении с Крисуарени Басараби, это письмо из Бессарабии: «Пемине маументит лашкуалыка меж душману фратибун». Мне лгали в школе, что ты являешься моим врагом, а не хорошим братом. То есть, когда тебе говорят 100 раз, что это там враг, ты по-другому думать не можешь. А в Гагаузии в этом смысле во многом вещи не изменились. И поэтому молодое поколение, которое видело, как изменяются к лучшему вещи в Румынии, то они уже, по крайней мере, не столь скептичны. И они не могут быть, конечно, очень эмоциональны, как говорят, за объединение. Но я считаю, что многие найдут в этом проекте объединения что-то лучше для них. То есть, только когда здесь будет правильная информация, и когда люди будут ехать, просто знакомиться друг с другом, потому что вот граница эта вот физическая на пруте, она не столь важная, сколько граница в мозгу людей. Вот люди просто, вот между ними границы, они друг друга не понимают и понимать не хотят. Поэтому вот у нас есть проект «Кунашти Цара», это «Узнай свою страну», где все желающие могут увидеть в течение выходных и 3-4 дня за символическую сумму, оплачивая только половину затрат за транспорт, увидеть Румынию. И многие вот через этот проект уехали, увидели в первый раз Румынию и сказали: да, действительно, здесь у вас хорошо, и не все так плохо, и никаких там цыган по улицам, которые бьют людей, не ходят. То есть, если я вас правильно понимаю, вы видите Гагаузию только в составе Молдовы и объединения с Румынией, так? Как быть с Конституцией? Вот, там же говорится, что в случае объединения Гагаузия может отделиться. Как быть в этом случае? У нас есть два субъекта международного права. Республика Молдова и Румыния. То есть мы объединяем эти два государства. Вместе с Гагаузией. Вместе с Гагаузией. Когда с Приднестровья, там у них это другой вопрос. Я вот сегодня разговаривал даже с журналистами с одного места, с ТСВ Тирасполь, там я им рассказал, что там тот же пример, то есть что когда у тебя там вообще нету частных и объективных средств массовой информации, там 90% населения считают, что вот мы здесь румыны, на этом берегу Днестра, а вот политики с Кишинева говорят, что вот они там за прутом румыны, а мы молдаване. Вот так они все играют. Вот
это вся игра. Мы считаем, что Гагаузия как часть Старой Бессарабии, который как часть того этноса, который жила в составе Румынии и в межвоенный период. Это то население, которое наряду с молдаванами, начиная с 1816-15 года, когда начали поселение гагузов с Болгарии, юг Бессарабии, наряду с молдаванами развивали эту землю. То есть они имеют право на лучшее будущее. И мы хотим лучшее будущее, в том числе и для Гагауза. То есть я не вижу, конечно, когда будет субъект уже поставлен на порядок дня, что либо референдум, либо голосование в парламенте, конечно, будут дискуссии по поводу Конституции, и будут дискуссии с гагаузами. То есть мы уже начинаем, поэтому я и здесь, потому что я хочу передать всем гагаузам, что я, например, бы выучил даже гагаузский, то есть и был бы готов разговаривать на гагаузском языке, чтобы сказать, что мы действительно хотим жить все вместе и ни в коем случае не ругаться. Но гагаузы знают русский, поэтому вот я с большой радостью пришел с этим позывом и пришел рассказать о том, что мы хотим лучшего будущего для всех граждан Республики Молдова. Хорошо, вот в Молдове есть сторонники, хотят объединения с Румынией. Как румынские власти? Что там делается для этого и делается ли вообще? В Румынии никаких проблем в этом смысле нет. Все опросы говорят, что 70-75% румын за объединение. Это граждане? Граждане. Любой румынский парламент проголосует в любой момент за объединение с Румынией. Мы инициировали и прошлый парламент, и этот парламент, группу «Приятели Унири», это друзья Унири, получается, друзья объединения, где там более 100 депутатов из всех парламентских партий. В Румынии нет абсолютно никаких проблем. Вот 25 марта приезжает в Кишинев на это собрание председатель Национальной либеральной партии Румынии Людовик Орбан, этнический венгр. То есть, чтобы вы поняли, насколько толерантна Румыния как страна. У нее президент этнический немец, лидер Национальной либеральной партии, та, которая всегда брала большинство своих голосов в Трансильвании, в Банате, в Кришане, где у них тоже определенное время были какие-то конфликты. До какой зрелости дошло общество в Румынии, что председатель Национальной либеральной партии Румынии, этнический венгр, который приезжает в Кишинев 25 марта сказать, что он тоже за объединение. То есть нет абсолютно никаких проблем в этом смысле в Румынии. И Румыния всегда готова принять. Что Румыния выиграет с этого? Румыния, во-первых, для меня, как человека, для которого объединение это идеал, я это не скрываю, для меня объединение должно произойти вне зависимости от того, как люди живут, хорошо или плохо, потому что братья должны быть по-братски вместе, то есть и не должны быть разделены. Но Румыния, во-первых, имеет историческое обязательство объединения, но что выиграет? У нас есть очень хорошие земли здесь, и промышленность Румынии, которая является на подъеме, очень много международных компаний инвестирует в Румынию, может вместе с хорошими... И в Румынии тоже есть очень много хороших земель, но получается, местные производители, местные фермеры смогут развиваться в каком смысле? Что в Румынии есть субвенции на гектар, помощь от 160 евро до 1600 евро в зависимости от проекта на субвенции на гектар. То есть это безусловная помощь, которая не кредиты, подарок, скажем так. И, как гранты, да? Как гранты, да, гранты. И
С 2007 года до 2017 год в Румынии около 9 миллиардов евро получили фермеры и те, кто перерабатывает землю, гранты за гектар. То есть у нас, у Румыния выиграет то, что повысит население государства, территорию, в интересах любого государства есть. Но опять же, это я вот сейчас так размышляю, но в Румынии не задают себе такой вопрос. У них вопрос не стоит так, потому что если бы там вопрос стоял так и были какие-то рассуждения в обществе, может быть, у нас была бы эта информация. Но румыны готовы принять нас такие, какие мы есть. Бедные, с туалетом в огороде, и такие, какими есть. Потому что в Румынии тоже было тяжелое время. Ну вот изменяются вещи к лучшему все. И нету никакой проблемы в Румынии. Здесь есть проблема, потому что, конечно, мы были много времени частями разных государств, и у нас во многом есть разногласия, потому что мы по-другому видим мир. То есть нам интересно, и мы смеемся над разными шутками. Там у нас есть другие вещи, но нет абсолютно никаких разногласий вероисповедания, например, потому что мы тоже и в Румынии здесь православные, и не было никаких конфликтов раньше в межвоенный период. Если там были какие-то маленькие конфликты, то это незначительные, то есть если сравнить с тем, что происходило за Днестром. Хорошо, давайте вот еще один вопрос обсудим и завершим нашу передачу, потому что уже время. Вот в Молдове 989 населенных пунктов, да? 100 из них 898. 898. 898. Может быть. 100 из них подписали объединение с Румынией. Как же с остальными? То есть 124. 124, уже 124. Хорошо. 124, но все равно это не большинство. Я вам отвечу на этот вопрос. Эти декларации об объединении, это просто зов души, зов этих местных советов. И почему не все проголосовали? Опять же отвечу вам, потому что есть людей пугают, им не разрешают. И даже не столь на государственном уровне, сколько на местном уровне, с района. Есть примары, у которых вот в социальных сетях фотография там «Фратин ведь върхи фрать», это «братья навсегда в братья», это наш слоган унионистов, а они боятся голосовать. Почему боятся голосовать? Либо их пугают, либо, ну, может быть, у маленькой части из них есть какие-то опасения, что могут быть проблемы с законом. И большинство, я думаю, опасается от чего? Потому что у нас, к сожалению, каждое правительство выдавало деньги выборочно. То есть, когда были коммунисты, они давали деньги от центрального бюджета примарам коммунистам и тем селам своим. Был Пеледеме, давали своим, сейчас Педе дают своим. И примар, он должен заботиться о своем селе, о людях. И он не может себе позволить роскошь не получить деньги от государственного бюджета. И вот поэтому многие думают, ну да, я считаю, что объединение это хорошо, но я боюсь, что нам не выделят средства на то и другое. И опять же, вот объединение с Румынией – это гарантия того, что этого происходить не будет. Потому что все будут получать деньги вне зависимости от политических убеждений и вне зависимости от этноса. И доказательство этому то, что Румыния помогает в том числе и гагаузским селам. А вот мне интересно, вот кто подписывает эти декларации? Люди этих населенных пунктов или примары и советники? Эти 124 декларации исключительно все подписаны примарами и местными советниками. То есть совет голосует, если там большинство? Да, есть только вот несколько населенных пунктов, ну там до 10 может быть, где проголосовал либо большинство советников, либо примар, большая часть советников, ну тогда есть несколько сотен подписей от села. Но это единичный случай, там до 10. То есть большинство, то есть 95% этих деклараций, там подпись
примара, секретарь, местный советник. А вот многие населенные пункты, вот как сейчас в Костеш Деловень, там проголосовало примар, местные советники и 2000 подписей. Садово это село, где родился Игорь Дадон, проголосовал примар, секретарь, советники и более 600 людей. И там это не просто не ходили к каждому человеку и спрашивали, хочешь подписать тут декларацию. Кто захотел, тот приходил и подписывал. И это в основном элита села, скажем так, или как. Ну, там либо бывшие примары, бывшие советники, писатели. То есть и есть фотографии, даже есть видео со всех этих собраний. Если, скажем так, сравнить с другими. А, кстати, вот в Садово 2 советника, которые подписали так называемую декларацию о государственности. Я не вижу никакого смысла с этого, если государство Республики Молдова существует сейчас. Тут 2 советника, которые подписали так называемую декларацию. Это доктор Загаевский и предприниматель один Иоанн Габер. Они подписали декларацию об объединении с Румынией. Когда их спросили, почему подписали, Иоанн Габер сказал, что а вот я только приехал, он за границей, мне сказали, подпиши, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя бизнес шел хорошо, ты должен подписать. Вот такие вот маленькие нюансы, которые... То есть это зов села, скажем так. Просто униrea, она начала снизу вверх пошла. То есть, как говорил академик Михаил Чемпой, униrea nu o face statul, uниrea o face satul. То есть унирию, объединение уже не государство делает, а села это делают. Потому что людям просто надоело. Они видят, как живут в Румынии. И мы организовали так, чтобы, ну, скажем, даже не организовали, а помогли, чтобы населенные пункты Республики Молдова стали побратимами с другими селами из Румынии. И в Румынии законодательство, которое разрешает этим селам передавать деньги молдавским селам. И так они вот сейчас в Капакли, например, примар, дом Бусуёк, у него где-то с 3 из Румынии сел есть такие отношения. И вот он собрал деньги из разных бюджетов, и он построить дорогу до села. Это дорога, которая с Камрата ведет, там 3-4 километра, он построит дорогу. Вот через эти вот проекты он просто помогает людям. А объединение с Румынией это есть возможность жить лучше всем. То есть это настолько явно, можно опровергнуть, можно пытаться опровергнуть, но надо давать правильные аргументы. Мы готовы всегда ответить на любые вопросы, связанные с объединением. Ну и в завершении нашей передачи, завершительное слово, учитывая, что мы в Гагаузии, и гагаузский зритель будет смотреть эту передачу. Я что могу сказать? Что гагаузы имеют право жить лучше, гагаузы имеют право на лучшее будущее, и гагаузы будут жить у себя дома, как жили и раньше, после объединения с Румынией. Саул Джаклан, и надеюсь, скоро увидимся, может быть, и офлайн, не только онлайн, не только на телевидении. Я желаю вам всем здоровья, радости вашим семьям, и чтобы мы все жили дружно, потому что люди должны любить друг друга, а ни в коем случае не ругаться. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам за информацию. Напомню нашим телезрителям, что беседовали мы сегодня с председателем блока национального единства, с Ионом Ляшченко. Спасибо. Спасибо. До встречи в эфире. До свидания.